сутки пограничного управления ФСБ «Ночной дозор». В то же время в Ленинградской области пройдет выставка картин «Крымская весна». Также там состоится телемост с Домом дружбы народов Республики Крым. В нем будут участвовать представители комитета по местному самоуправлению. В Москве фестиваль «Крымская весна» проходит уже третий день. В самом Крыму торжества продолжаются с 15 марта. В Симферополе на праздничный концерт сегодня ждут президента Владимира Путина. На заседании Совета Госдумы сегодня обсудят дальнейшую судьбу законопроекта о хостелах. На минувшей неделе Совет Федерации отклонил документ с подробностями Евгений Снегов. Согласно процедуре, спорный законопроект предстоит рассмотреть Совету Думы и профильному комитету по жилищной политике и ЖКХ. После этого предложение по документу будет вынесено на пленарное заседание Госдумы, рассказала ТАСС глава комитета Галина Хованская. По ее словам, сейчас существует два варианта – преодолевать вето Совета Федерации или создавать согласительную комиссию для доработки закона. Депутат отметила, что предпочитает первый. Кроме того, Хованская еще раз заявила, что документ был подготовлен на высоком уровне и отвечает интересам граждан. Законопроект предусматривает запрет на размещение хостелов и мини-отелей в жилых домах. В пояснительной записке утверждается, что это нарушает права других жильцов и ухудшает криминогенную ситуацию. Совет Федерации отклонил документ, предложив перенести срок его вступления в силу на начало 2020 года. В оригинальной версии законопроекта написано, что он должен начать действовать через 10 дней после опубликования. 20-й тур российского чемпионата подарил болельщикам немало ярких впечатлений и заметно обострил борьбу за медали первенства. Итоги подводит Константин Пахмелов. В минувшем туре столичные армейцы победили на выезде Урал и с нетерпением ожидали, как сыграют в воскресенье их конкуренты из лидирующей пятерки. Первыми на поле в Черкизово вышли столичные железнодорожники и футбольный клуб «Краснодар». Быкам после обидной еврокубковой неудачи восстановиться полностью не удалось. Футболисты Краснодара на удивление часто ошибались, но пропустили в итоге лишь однажды после достаточно спорного пенальти. Победа Лока 1-0. В другом знаковом матче «Спартак» и «Зенит» в Москве сыграли в ничью 1-1, причем претензий к арбитрам и здесь было предостаточно. Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать, имея 41 очко, 36 у ЦСКА, еще на одно меньше у Локомотива и Краснодара. 33 балла набрал столичный «Спартак». Следующий тур футбольного чемпионата через 2 недели. О погоде в Москве сейчас плюс 3 градуса. Сегодня в течение дня до 7 тепла, без осадков. Елена Лиховская, служба информации, Эхо Москвы. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусства». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валерьян Гагин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь чуть-чуть лучше, интереснее. Или не чуть-чуть лучше, но точно интереснее. Сегодня такие гости: наш давний друг Тима Шайхутдинов, руководитель Союза КВН Республики Башкортостан, и Михаил Стагниненко, автор всех шуток замечательных красноярских команд. Да? Правильно я говорю? Ну, большинство, скажем так. Большинство таких ярких. Актер, бизнесмен и человек, который вот-вот даст старт большому проекту Лига КВН Поволжья. Правильно? Да, все верно. Ура, я не ошибся. Но традиционно все-таки мы начнем наш эфир с новостей культуры нашего любимого города. Итак, 19 марта в рамках проекта Theatre HD состоится кинопоказ спектакля «Комедий Франсес». «12-я ночь». «Комедий Франсес» возвращается к одной из самых популярных комедий Шекспира и представляет спектакль в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Синема Парк в галерее Арт, сеанс 19:30-19 марта. Михаил? Также 19 марта в мюзик-холле пройдет интеллектуально-развлекательная игра «Квиз Плиз». Игра будет проходить 7 раундов. Раунды включают в себя разминку, логику, музыку, ответы в стиле «Правда-неправда». Начало в 19:30, вход свободный. 19 марта размяли мозг, и потом 20-го пошли на КВН, правильно? Все верно. Отличная программа. Посмеяться. Ну да, у меня 19 марта спектакль «Зимы не будет» в Молодежном театре. Пронзительная современная сказка Виктора Ольшанского для взрослых, которые перестали верить в чудеса, про тетю Пашу, Петра и его жену Молчедуру. Режиссер-постановщик Мусалим Кулебаев. Вот так вот. Зимы не будет. Зимы не будет, Молчедура... Это мечты Мусалима. Скорее всего, это будет веселее, чем это звучало. А в музее имени Нестерова проходит персональная выставка живописца Рашита Хабирова. За 40 лет творческой деятельности Рашид Султанович сумел создать в своих
полотнах особый художественный мир, размышления о смысле и красоте бытия. В его картинах прослеживается одна и та же тенденция — отражение национальной истории и жизни родного народа. Вот то такие... По-другому рисовать не умеет, только одна тенденция, да, у человека? Это то, что волнует, это его рефлексия на то, что его там трогает. Это очень круто, на самом деле, когда человек одну тему как-то, знаешь, так эксплуатирует, верен ей на протяжении долгого 40-летнего пути творческого. Ну, это довольно энергозатратно и трудоемко, то, что он делает, я думаю, 40 лет. Да. А как у вас, Михаил, рождаются шутки? Ну, это же тоже все неврожденный талант. Его нужно нарабатывать, как в спорте. Чем больше тренируешься, тем лучше получается. Но у вас есть какая-то тема типа родного народа, вокруг которой вы шутите? Да не знаю, в основном про свое окружение. Как вообще рождаются шутки? Как они появляются? Ну, у всех разные, на самом деле, подходы к этому процессу, к написанию шуток. Это довольно интимные вещи. Нужны люди, с которыми тебе комфортно это делать, и задача. Я недавно перечитал одну замечательную вещь, называется она «Камера обскура» Набокова. И там есть персонаж, такой карикатурист, который для того, чтобы найти сюжеты качественные, занимался постоянной провокацией своего окружения, причем такой очень жесткой, агрессивной. Вы используете такую технику, когда сталкиваете лбами, подзуживаете кого-то, потом смеетесь втихаря? Слушайте, ну это у нас-то называется просто прикол. Вот так вот. Эх, Набоков. У нас просто прикол. Но это злобные или какие-то такие дружеские? Ну, это все зависит от степени родства с этими людьми. Я имею в виду родство не в прямом понимании смысла этого слова, а близости. Чем дольше человека знаешь, тем ближе он тебе, тем злее, конечно, эти приколы. Опасно с вами дружить, да? Или нужно какую-то... Нет, это же все дружеский характер носит исключительно. Скажите, а как КВН устроен? Лига Поволжья, Центральная лига, Первая лига. Как вообще это? Это же какая-то индустрия огромная? Ну да, иерархия там, в принципе-то, существует, но в нее вдаваться не обязательно. Там можно все на пальцах, на самом деле, объяснить. Центральная лига — это стартовая площадка для телевизионной карьеры. После Лиги Поволжья попадают в телевизионные лиги. В Премьер-лигу, в Первую лигу, в Высшую лигу, которая, собственно, транслируется по телевидению. Не пройти через Центральную лигу и попасть в телевизионный эфир практически невозможно. А как вы прошли вот этот вот этап? Я играл в Центральной лиге только в Азии, у себя на родине в Красноярске. Мы выиграли эту лигу и попали в премьерку. Оттуда в Высшую лигу. А вот уровень общения, уровень шуток, он разный в Центральной лиге и в телевизионной? Абсолютно. К чему там должен даже дело, наверное, разница в отношении к делу. Если в Центральной лиге мы еще можем позволять командам экспериментировать, искать себя, то в телевизионный эфир, в телевизионную лигу ты приходишь уже состоявшимся продуктом. То есть там у тебя не будет возможности что-то менять там в концепции своей или нет. Потому что тебя уже взяли вот таким продуктом в телевизор. Дальше только подкрепляешь, да. И тогда начинается вот этот вот долгий путь выстраивания всех шуток и всего продукта вокруг той линии, с которой ты зашел. Абсолютно верно. Ну, только человек 40 лет назад зашел с концепцией с одной, и вот он ее продолжает. Вот. Взяли с такой концепции, видимо, и ты должен продолжать в течение... А какой срок жизни команды КВН в телевизионной лиге? Ну, слушайте, оказывается, он у всех разный. У кого-то все это за год исчерпывается. Кто-то, как, допустим, команда КВН Раисы, сколько они? 6 лет играли в высшей лиге. А вы сколько играли? 3 года. То есть вы тоже долгожители такие? Ну, теперь уже это долгожители. В высшей лиге, да, именно 3 года. Премьерка еще год, получается? Вообще-то я играю с 2007 или 2008 года. Просто не сразу плохая компания получилась, так скажем. Приходилось и шишки набивать. Скажите, а за что в большинстве случаев критикуют КВН? Слушайте, за время. В основном за время. Мы каждый год слышим, что КВН не тот, что раньше было лучше. Но это же касается не только КВН, это про все, что угодно можно говорить. Раньше трава была зеленее. Это просто время проходит. Люди меняют, зритель меняется, он взрослеет. Он взрослеет вместе с КВНом. Ему кажется, что современный КВН теперь уже не устраивает его. Ему охота, как было раньше. Скажите, а КВНщики
Также относятся к настоящему, для них тоже деревья были выше в юности или там когда-то раньше, и трава была так зеленее? Не знаю. Я ж тоже рос все время смотря КВН с самого детства. Тут целая традиция была прийти с родителями со школы, вернуться, сесть, смотреть КВН. Я бы не сказал, что он был раньше лучше, чем в то время, когда я играл в КВН. Он просто другой, и все. А над чем сейчас люди смеются? Может быть, с этой стороны попробовать зайти проанализировать? Слушайте, пласт-то на самом деле очень огромный. В основном люди смеются над тем, что им близко. Взрослые люди смеются над всем, кроме интернета, грубо говоря. Я имею в виду поколение постарше. Ты не понимаешь, что такое интернет? Ну, это просто им не близко, это их не беспокоит. Это их не тревожит. Их тревожат счета ЖКХ, их тревожат, я не знаю, какие-то бытовые, очень простые ситуации. Муж, жена. Молодежь, естественно, по-другому мыслит. Им смешно все, что связано с Ютубом, с пранками, с какими-то социальными сетями. Ну, какая-то поп-культура, наверное. Ну да, но это же массовая все культура, объяснимо, да, это всё, как что и в жизни. А каким КВН будет, по вашему мнению, завтра? Слушайте, для этого нужно посмотреть, что произойдет в мире. Хорошо, давайте немножко приоткроем завесу тайны. Вот что сейчас происходит в момент, когда вы готовите послезавтрашний КВН? Ну да, чтобы понимать, здесь уже находится очень много команд, больше 20, они... 23, если 23, точно, да, точно, то есть 23 команды, Москва, ну, география довольно обширная. Да, большая география, и они все сейчас, они уже буквально с вчерашнего дня, а кто-то еще позавчерашнего, они все находятся здесь в Уфе. И каждый день, начиная с 10 утра до 10 вечера идут просмотры. 23 команды? Да, то есть они каждый день приходят, показывают Михаилу и Аркадию Дьяченко свой материал. И вот за этот период подготовки есть время у них подкорректировать что-то, да? Мы помогаем ребятам в плане выборки материала, то есть высушиваем до состояния, которое можно уже показывать людям, смотрим на легальность тематик. Ну, там, в общем, процесс тоже довольно нудный, но это нужно делать. Ну, вот мне очень понравилось два высказывания ваших. Выслушиваем до состояния, когда это можно показывать людям. Это как? Это мы убираем все лишнее. Это мы убираем все, что может, ну, так скажем, не волновать зрителя. Грубо говоря, мы смотрим даже на вторичность тем. То есть, когда молодые ребята, студенты выходят и начинают шутить про тещу, но это же неправда. Они шутят про Гоголь-Моголь, они шутят, я не знаю, про МММ. Да, они не жили в то время, им просто зритель не поверит. Взрослая женщина скажет: да откуда ты, сопляк, можешь про это что-то знать, а тем более шутить. Поэтому мы стараемся, чтобы это все было искренне, чтобы в это можно было поверить как минимум. Потому что если зритель тебе не верит, то ты не состоявшийся артист. А второе — это легальность темы. Это что? Есть вещи, о которых нельзя шутить? Есть вещи, о которых лучше не шутить. О наркотиках, допустим. Ну, зачем это людям? То есть это не сильно смешная тема в принципе, как и любые болезни, допустим, вот я имею в виду. Про это шутить. Вообще говорят, что шутить можно про все, но человек, который приходит на КВН, он не должен напрягаться ни в коем случае, он должен наслаждаться. А если мы шутим про, не знаю, сейчас плохую вещь скажу, которая первая в голову приходит, про авиакатастрофы, допустим, шутим, да? А ведь это же не смешно, это же кого-то может касаться. И зритель ни в коем случае не должен себя ассоциировать с шуткой. Он должен над собой смеяться, а не вспоминать, как было плохо за счет этой шутки. Ну да, то есть, получается, на такие проекты мода прошло. Я просто сейчас сразу вспомнил вот эту вот знаменитую многосерийную трагедию с Боингом на каком-то из наших центральных каналов. Помните, она шла? Я честно не помню, как программа называлась. Там была вставка, когда самолет терпел крушение на протяжении 700 серий. То есть такие вещи сейчас не заходят. Да я не думаю, что... Это просто КВН игра другая, понимаете? КВН, она игра со своей сильной историей, с культурным отношением в нашей истории. Я думаю, что КВН просто не та площадка, где можно про все шутить. То есть есть определенный кодекс этический, да? Да, он очень похож на кодекс чести даже, наверное. Потому что, ну, если ты выступаешь под эгидой КВН, то ты, будь честен. Ты играешь по правилам этой игры. Если тебя это не устраивает, у тебя есть интернет-площадка или множество других. Можно себя там реализовывать. Скажите, из 23 команд, которые вы отсматриваете или отсмотрели, есть ли те звезды, на которые вы прямо обратили внимание и у которых есть серьезный потенциал? Ну, они вообще сейчас в начале пути находятся. Потенциал-то есть практически у каждого.
Ну, отлично вам запало в душу, так что вот вам захотелось смеяться. Вот давайте подождем непосредственно игры 20 марта в Конгресс-холле, вот в 19:00 все начнется. Мы посмотрим, как эти ребята держатся на сцене, и тогда станет яснее. А это отличается, да? Конечно, то, что ты показываешь на редактуре перед двумя людьми в камерной обстановке, и потом, когда ты уходишь перед зрителями на большую сцену, это же разные вещи абсолютно. Друзья, вот к вам двоим вопрос. А люди, кто отсматривает и готовит выступление команд, они вообще улыбаются когда-нибудь? Или вы... Ну, я лично, когда смотрел за редактурами, и Михаил, и Аркадий, они могут прям посмеяться. То есть это не запретная какая-то там история, когда там нельзя улыбаться, нельзя реагировать. И, то есть ты сидишь там таким лицом каменным, что все одинаковые команды в равных условиях. Ну, наверное, мне кажется, если смешно, смеешься. Если, типа, понятно, что это смешно. Тебя прям не трогает, наверное, как бы сильно, то тоже нормально, наверное. Ну да, при всей серьезности подхода к работе, все равно это же работа про юмор. И если это смешно, то зачем себя сдерживать? Мы смеемся. Скажите, а в чем секрет успеха КВН? И есть ли такие проекты где-то вообще в мире существуют? Или у нас вот эта локальная история такая? Нет, конкретно КВН — это исключительно наша история. Аналогов нету в мире, в принципе. Как движение, как игра, как вот это вот мероприятие. Естественно, много всяких площадок западных есть и для миниатюрщиков, и для стендаперов, это все понятно. Но чтобы все это было одним большим явлением, движением, как КВН, такого нет нигде. А КВН, команды КВН выезжают на гастроли за границу? Там они пользуются успехом? Вполне себе. Русскоязычного населения по всему миру очень много. Ну, команда концерты, КВН да. Пятигорск, допустим, уже несколько раз была и в Канаде, и в США. Хотя, в принципе, туда же проблемы с въездом в последнее время. Но нет, все равно их зовут, они приезжают. Скажите, а КВН возможно только на русском языке или же еще на английском можно? Вообще, я, насколько знаю, и в Израиле есть своя лига, и в Германии есть своя лига КВН. Но не уверен, что там играют на родных языках. Ну да, скорее всего, наверное, близко к русскому, наверное. Это все равно больше ментально наша игра. Движение все только для русскоязычного, русскоговорящего населения. На каком языке придумали, на таком и играют, видимо. Ну да. Просто, да, японский театр. Опять же, говорит, Михаил, были правила свои. Вот, типа, видимо, одно из правил врезалось, видимо, как-то, что обязательно нужно на русском. А есть какие-то, кстати, такой вопрос, может быть, не совсем корректный. Сразу скажите, какие-то правила, которые пришли из Советского Союза, какие-то такие атовизмы из серии, там, вот нельзя говорить, цензура будет, еще что-то. Слушайте, про это постоянно говорят, что, типа, в КВН есть цензура, но вы послушайте, последние хотя бы игры посмотрите, и про власть шутят, и про, я не знаю, про силу имеющих людей, все это дозволено, просто насколько это смешно. Но, не знаю, я вот когда был у Тимура Шайхутдинова, не помню, это молодежная, по-моему, лига, которую я очень люблю, приглашает он меня, мне даже страшно стало. Я не смеялся, зал смеялся, я не смеялся. Мне хотелось. Так вот недавно, 16 числа, был в КВН в Туймазах, я там был на игре, и там просто хотела команда КВН школьная, там с Агнешкой, она про политические вещи шутит. Они вот такая у них концепция, что они вот такие какие-то вещи. И там минуту, наверное, зал просто не понимал, можно ли над этим смеяться. А что, можно было, что ли? Типа, так, чувак, нам же, вроде никто не объяснял, что, оказывается, что можно так говорить, или как-то можно... Это, видимо, как-то в людях, наверное, как бы ограничения какие-то. Да, все от восприятия, мне кажется, так. Но вот шутки политические, они снова в тренде, потому что было одно время, когда их практически не было, и люди не смеялись над ними. А сейчас я за залом наблюдаю прям, мне кажется, много, допустим, не знаю, там какой-то нашумевший же есть, как раз у ребят в проекте на ТНТ, вроде они выкладывали последнее видео какое-то было, где там простебывали вроде передачу. Одну на Первом канале. Политическую, которая там называлась «Время», что-то там. Время накажет. Если у них время покажет на Первом, они время накажут. Она довольно острая получилась, и были люди, которые не обиделись, но пригрозили последствиями, так скажем. Но в целом это в общем доступе, и никто... Да, в интернете, смотрите, Валериан, я думаю, что это веселая история какая-то, больше даже... То есть на последствия можно нарваться такие, или на угрозы? Смотря просто, что мы имеем в виду, когда говорим последствия. Убивать нас за это никто не будет. И это слава богу. К вопросу о Лиге Поволжья и о проведении здесь. Насколько сложно это было организовать? Насколько я понимаю, Союз КВН же выступал организатором. Кто партнеры и какие перспективы есть?
Ну, я думаю, что это очень веселое событие, забавное событие. Понятно, что оно веселое, забавное. Я думаю, что просто это для уфимских КВНщиков, для республиканских, увидеть другие команды других городов, о чем они шутят и как они играют, и вообще, как они выглядят. Ну и мастер-класс от мэтров получить. Ну, понятно, да, что Михаил и Аркадий, они люди, которые работают в другом эшелоне редакторском, условно, грубо говоря, они имеют право там какие-то там, не знаю, больше опыта, наверное. Что-то там сказать командам нашим и объяснить им, что, чуть-чуть пересоберите свой мозг и делайте так, так будет правильнее, лучше. Ну, то есть для нас, опять же, для команд, которые будут смотреть это в зале, или там люди, которые в зале, не увидят просто другой КВН с другого региона, с других городов и так далее. Они с каждой все равно своей какой-то ментальностью приезжают. Я не говорю, что все разные люди, все, что в Самаре шутят по-другому, или там в Пензе шутят по-другому, но увидеть разный КВН. Скажи, Лига Поволжья, которую сейчас проводите, это какая-то определенная ступень к той большой цели, вернее, задачи, не цели, задачи, которую ты, я знаю, преследуешь давно, это проведение первой лиги КВН, да, у нас? Ну, должна была в этом году первая лига, но, к сожалению, Казань подсуетилась и опять... Ну да, мы с тобой говорили. Да, похитила обратно себе первую лигу на годик. Но я не думаю, что они там долго продержатся, потому что у них 3-й год, и она в любом случае от них съедет в следующем году. Да, рано или поздно это произойдет, конечно. Да. И я думаю, что куда она уедет, это уже другой вопрос. Но она уедет к нам? Ну, желательно на 99%. Нам в том году говорили, что 99%. Ну, поэтому АМИК — это такая структура, что произойти может все, что угодно. Цифры не меняются. Да, цифры не меняются. Что значит цифры не меняются? Ну, что вероятность как была, так и осталась, но посмотрим. Да, тут загадывать в АМИКе очень тяжело загадывать, потому что принимаются решения иногда не зависящие от твоего личного желания. А что нужно от региона сделать для того, чтобы АМИК принял правильное решение и отправил первую лигу, например, в Башкирию? Мне кажется, что город готов был принять всю эту историю, и все, мне кажется, на этом достаточно. Ну, то есть технически, организационно, там, съемка должна быть правильная и так далее. Я думаю, что нужно для правильного приема? То есть помимо технических все деньги, средства, гостиницы? Да все должно быть. Там вкупе, там нельзя назвать, мне кажется, что там... Понятно, что АМИК назначает редакторов. Все, приезжают редакторы, там, те, которые тоже очень опытные. Понятно, все, приезжает режиссер с Первого канала, который Михаил Ярченко, команда там режиссирует и так далее. То есть технически, опять же говорю, что это просто, мне кажется, больше какая-то механика. Ничего такого особенного-то и нет. Друзья, по-хорошему КВН, насколько я понимаю, это такая вот прям классическая индустрия, да, индустрия медийная, а-ля Голливуд такой, только, в формате чуть меньше. Насколько велика вероятность у команды пробиться в высший эшелон? Что все зависит только от команды. Потому что история как раз этого движения показывает, что можно за год из никого стать не звездой, но участником телеэфиров постоянных. Это были такие примеры, когда команда просто из ниоткуда, вот, допустим, команда КВН «Такта» из Красноярска, они за 1 год просто существования этой команды сразу попали в телевизионную лигу. Так быстро еще никто этого не делал. То есть надежда есть? Так у каждой команды есть надежда. Опять же, есть примеры, где там и сразу вылетали и так далее. СОК также вроде, насколько я помню. Да, в конкурентной среде, в такой, возможно, все. Дай бог пожелаем удачи нашим командам, которые 23 числа соберутся... 20 числа соберутся на игру, на большой конкурс. Пусть победит сильнейший, пусть это будет уфимец. Да, мы не против. Почему нет? Михаил, скажите, я знаю, что вы не первый раз в Уфе, вы в прошлом году давали концерт в «Огнях Уфы». Как вам зрители? По зрителям, слушайте, я не вижу огромной разницы, допустим, между уфимским зрителем и зрителем, я не знаю, там, сибирским. Потому что люди и там очень тепло к нам относятся. Какой-то разницы огромной я не заметил. Люди, которые любят юмор и воспринимают юмор, они везде одинаковые. Юмор — это же такая валюта интернациональная, так скажем. Да, если ты владеешь этой валютой, то у тебя точно будет успешная жизнь какая-то. По крайней мере, она будет веселой. Да? Скажите, а возраст какой у людей, кто приходит смотреть на ваш? Там разброс нормальный, от 20 до, наверное, 50. А как держать зал с таким разбросом? Но ведь то, что интересно, то, что сказали молодежи, то, что им заходит, не заходит. Нужно балансировать на этой веревочке. Нужно и туда попасть.
Вот так емко ответил Михаил. Нужно балансировать, и попробуй догадайся. Да? Нет, потому что ты должен в своем материале юмористической вот этой вот формы попробовать попасть и в 20-летних, и в 30-летних, 40-летних. Плюс ко всему есть же вещи, которые все равно нас объединяют наши интересы, так скажем. Есть вещи, которые не зависят от возраста. Мы живем в такой стране, когда сталкиваемся с проблемами на любом уровне, на любом возрастном этапе. Ну да, к сожалению, у нас осталась буквально минута, и один вопрос мне очень хотелось его задать. Насколько активно развивается и растет ли ваша гастрольная деятельность? Потому что сейчас вот YouTube, все посмотреть можно вроде как в интернете, все доступно. Да, но при этом, при всем, живой контакт с артистом никто не отменял. Он намного интереснее, чем телевизионный. Ну, по количеству гастролей, по их распространению... Они, я не знаю, их количество по вашему личному опыту. По моему личному опыту, да, увеличивается. У вас лично гастролей становится все больше и больше. Да? Как успеваете, ведь вы же еще и актер. Приходится. Просто так графики подгадывают, чтобы съемки не попадали на концерты. Когда идут концерты, съемок нету. Когда идут съемки, нет концертов. Скажите, дома нормально в связи с этим у вас все хорошо? Уже да. Но так было не сразу. Вот так вот, друзья. Берите пример с команды КВН, с команды Союза КВН. Берите пример с отношений Михаила и с позиции его семьи, конечно. И оставайтесь с нами в социальных сетях. До новых встреч. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».